Стало известно, что уйгурский бизнесмен Акбар Асад, который участвовал в программе Министерства иностранных дел США, был приговорен коммунистическим правительством Китая к 15 годам тюремного заключения по обвинению в разжигании межнациональной розни. Райхан Асад, проживающая в США, обратилась к американскому правительству с просьбой спасти ее брата, являющегося владельцем популярной сети Багдад, которой пользуется свыше 100 тысяч человек. Акбар Асад находился в США в период с 20 апреля по 15 марта в 2016 году. Бизнесмен посетил Соединенные Штаты в деловых целях и принял участие в образовательном семинаре «Международные лидеры», организованном Министерством иностранных дел США. Через 3 недели после возвращения на родину Акбара Асада арестовала китайская полиция. В связи с данным инцидентом Нью-Йорк Таймс издала статью, в которой содержится заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел США Морган Ортагус. Представитель Госдепартамента призвала Пекин освободить невинных людей, ставших жертвами китайского правительства, и заявила, что США будут напоминать об этом до тех пор, пока Китай не прекратит нарушать права человека. В Восточном Туркестане, где запрещены все виды поклонения, а верующие подвергаются пыткам, китайское правительство превратило исторические мечети в музеи. Кашгарская мечеть Апак-Ходжа, закрытая для богослужений до пандемии COVID-19, была открыта для туристов. Китай, который враждебно относится ко всем видам символов, напоминающих ислам, бросает тысячи мусульман в тюрьмы только из-за того, что они читают Коран и хранят в своих телефонах изображения и видео с исламским содержанием. Чтобы уничтожить веру, культуру и самобытность населения Восточного Туркестана, Китай заключил в лагеря перевоспитания свыше 3 миллионов уйгуров, казахов, киргизов и других мусульман. По сравнению с прошлым годом, прямые инвестиции Китая в США упали на 7,4% и составили $5 миллиардов. Причиной снижения китайских инвестиций стала торговая война между Вашингтоном и Пекином. Согласно отчету исследовательской компании Rhodium Group, базирующейся в Нью-Йорке, это стало самым низким показателем с 2009 года. Несмотря на то, что первая фаза торгового соглашения, подписанная между США и Китаем в январе, создала позитивную перспективу для потока капитала, вспышка эпидемии коронавируса вызвала значительные изменения в краткосрочной перспективе. Министерство финансов Китая сообщило, что никаких дополнительных таможенных пошлин в отношении продукции, импортируемой из США, не предвидится. Согласно заявлению министерства, это коснется товаров второй группы, количество которых составит 79 наименований. Ранее, в период торговой войны, эта продукция облагалась дополнительной пошлиной. Решение вступит в силу с 19 мая и продлится до 18 мая 2021 года. Список продукции, который не коснется дополнительное налогообложение, включает редкие элементы, авиационные радары, полупроводники, медицинские дезинфицирующие средства, драгоценные металлы, химические и нефтехимические продукты. Информацию об общем объеме импорта и стоимости этих продуктов Министерство финансов Китая не предоставило. Результат теста на коронавирус пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова оказался положительным. На данный момент российский политик проходит лечение в больнице. «Да, я заболел и сейчас прохожу курс лечения», — сообщил Песков. Песков некоторое время не контактировал с российским лидером Владимиром Путиным. В свою очередь, начиная с апреля, в качестве мер предосторожности, Путин находится на карантине в своем доме в подмосковном Новоогарьеве.